Заявление Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия о некоторых пропагандистских диверсиях Кремля. Начавшаяся с нападения Хамас на Израиль война на Ближнем Востоке и последовавшее ослабление западной помощи Украине, а также культивируемые в связи с этим слухи и специальные умонастроения вызывают у чеченского руководства тревожные ассоциации. Во-первых, нынешняя ближневосточная война началась в удивительно необходимый момент для Кремля. Совсем как нападение Аль-Каиды на Америку 11 сентября 2001 года, которое вынудило Запад смягчить требования по Чечении и признать Путина союзником по борьбе с международным терроризмом. Подобное мы наблюдаем и сегодня, когда все громче стали звучать голоса о необходимости компромисса с Путиным по Украине. Во-вторых, в пропагандистском плане Кремль до сих пор владеет инициативой. Он изображает себя жертвой экспансии НАТО. Зная, что большинство людей на Западе не обмануть, он изначально определил адресатом своей пропаганды внутренний электорат, то есть российский народ. Его главный посыл в том, что Российскую Федерацию хотят развалить и расчленить. Как известно, Вторую полномасштабную войну с 17 июля 1999 года против Чеченской Республики Ичкерия Москва начала под предлогом того, что чеченцы хотят создать халифат от моря до моря, чтобы тем самым отделить от России весь Северный Кавказ. Правда была в том, что такие планы действительно озвучивались с территории Чечении через уста тех деятелей, которые, как выяснится слишком поздно, являлись прямыми агентами Кремля. Мы подозреваем, что демонстрируемые с территории Украины собрания и пресс-конференции о необходимости расчленения России организуются по заказу Кремля для убеждения россиян поддержать путинскую войну. Символично, что среди тех, кто от имени Украины кричит о необходимости развалить Россию, находятся те же Закаев и Кутаев, которые в 1999 году в угоду Кремля призывали к отсоединению Дагестана от России. Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия считает, что информационно-пропагандистском противостоянии Кремлю следует говорить не о существующих угрозах расчленения Российской Федерации, а о том, что только поражение Путина несет с собой надежду для россиян на свободу и установление верховенства закона. Вместо, в кавычках, расчленения России, вернее будет предложить российскому народу демонтаж путинской так называемой вертикали власти, начиная с освобождения незаконно оккупированных территорий Чечении, Грузии, Украины, Молдовы и Белоруссии, с полным расследованием взрывов жилых домов с 1999 года в Российской Федерации, организованных определенной кликой, чтобы захватить власть. Рано или поздно в России начнется протестное движение, вызванное неизбежным ухудшением экономического благосостояния и растущими потерями на войне. Чтобы его ускорить, необходимо создать в лице украинцев и всех, кто помогает им, образ освободителей, борцов за нашу и вашу свободу. Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия считает, что российско-украинская война закончится только с потерей Путиным власти. Когда бы это ни произошло, Украине и демократическому миру отступать некуда. Чеченское правительство выступает за тесное сотрудничество с руководством Украины, что носило бы взаимовыгодный характер. Мы надеемся на скорое взаимопонимание в официальном Киеве. 16 мая 2024 года. Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия.